Байрай, Тасса, Стагай, Стакма, Зардай, Зардам. Всех приветствую на канал Асса. Канал, посвященный физической аланской культуре. Сегодня моя основная тема физической культуры, кодекс астинской чести или Асса-Дин. Сегодня в роли, можно так сказать, проповедующего пророка, который вам будет читать, не читать, а наставлять. Мы постоянно говорим, я вам постоянно говорю, или мы о прошлом, о нашей истории, культуре. С одной стороны, это хорошо, нас это вдохновляет, должно вдохновлять, это нормально, но с другой стороны, получается как развлекаловка. И сегодня такое время, когда нам нужно определиться как народ, если мы народ. И если мы ценим свою историю, понимаем, что через нашу кровь продолжается жизнь наших предков, и мы продолжатели славной истории наших предков. То мы должны, исходя из прошлого, на основе прошлого фундамента строить будущее, формировать. Как и во всей империи, да, тема физической культуры, но кодекс астинской чести, но я начну с основ, с базы, чтобы вы поняли, для чего, как, зачем. То есть, исходя из основ и актуальность того, что я несу народу. Как и у всех развитых стран, теократических обществ, есть голова, руки, ноги. То есть духовно-религиозная составляющая, войны и экономика. То есть один организм. Вот народ – это один организм. И для чего нужна физическая культура, прежде всего, и почему она актуальна сегодня? Потому что давайте начнем с того, как мой кодекс астинской чести начинается. Кто такие арии? Кто такие ассы, нарты? Кто это такие? Во-первых, тот кодекс астинской чести, который я подготовил еще давно, вот тот, который вы все знаете, известный всем кодекс астинской чести, он такой поверхностный. И у меня была воля, желание, чтобы в более развернутом виде, начиная с корней, с подтекстом, что у нас своя культура, религия мы не знаем, Махдау, и чтобы на основе корней актуализировать, оживить образ жизни Асса.
Байрай, Байрай. Зардяга, благодарю за внимание. Варастак Мабалке Махарсканта. Как ты не считаешь, ты вот мне будет только приятно. Если взять в общем и целом, кто такие ари-ассы? Ассы. Насчет этого очень много лекций сделал. И одним словом, в это понятие асса, слово, входят, если что-то самое, вот все религии, которые вы знаете, все истины, да, начиная от сотворения мира, Писания. Для вас это будет удивительно, но вот в это слово «асса», ну, лично не так давно ко мне идея пришла, можно сказать, свыше. Почему? Потому что именно если написать на латинице, на солярный аланский лад шрифтом, да, который я сделал, то есть такая до сих пор на своего шрифта нет аланского. И вот на солярный аланский лад, именно на латинице, асса, где два «с» образует древнейший символ, солярный символ свастика. То есть, именно в таком написании, где солярный символ, как символ принципиально свойства души человека, знание наших первоэлементов, в первоэлементе Духе едином. То есть не о Творце, о нашем начале, то есть и проясняет, кто такой ас, богоподобный, аздан, как Иисус сказал, аз есмь, на нашем языке аз есть, аз, то есть он говорил, аз это есть по сути свой язычник, Азия, Кавказ, Древняя Азия, Асия была. Оно производное священное вести от арта. И во многих словах у нас вот это арт понятие, в том числе более древнее самоназвание народа, нарты, арта, нарта, марта, арт, то есть дети солнца. То есть речь идет о культе огня, культуре солнца, культуре Творца, то бишь дух Творца, речь идет о Творце. Знание, философия, то есть свое мировоззрение. И в именах, вот если вы смотрели славных предков, имена Мурат Цагараев, посмотрите, какие имена. Вот как у мусульман на арабский лад, когда ислам принимают, Али там, туда-сюда. У нас свои, Аристагур, Нарифар, Налан, Ари, Азамат, Ацам, это все ас, понятие, арт, это синоним один. Ваздан, Аздан, Аситин, то есть богоподобный. Понимаете? И эта идея, она пришла свыше, которая проясняет, кто мы такие. То есть, вот другой вариант солярного символа, вот посмотрите, буква, вот от нее, вот взять, допустим, мы произносим Охуцау, да, когда та история, когда из пространства, из абсолюта вечности возникает 5 первоэлементов, то есть из одной точки весь мир. Хуцау. То есть и в этой букве происхождение знания о нашем мироздании, то есть о первоэлементах, в том числе нашего языка, нашего народа. То есть тут мы видим крест, солярный символ, язык полностью. Из этой буквы можно вывести практически все буквы, цифры. Посмотрите внимательно. То есть прямо вот в точку. То есть это, то есть вот именно так асса, да, символы правят миром, через символ получила возрождение наша культура. Символ, который я нес через свое творчество, вот тот, который вы знаете, вот этот, не этот Славин Джанаев, я не буду
говорить от его имени, потому что он конкретно акцентирует на святилищах. 3 святилища асов, школа асов. Но первичный ее посыл вообще солярного символа, символ мироздания, это знание сотворения мира, о природе человека, его... То есть это символ Бога-Творца, символ в том числе наших 3 пирогов, а это культ в миниатюре, акт сотворения мира, знание о нем и о себе самом, понимаете? То есть это и мой символ, это... То есть я этот символ нес, когда еще не знал Славы Джанаева символ. Когда его увидел символ первый раз, познакомился, я удивился, потому что то, что я нес, смотрю, он то же самое. Но к моему удивлению, он, когда речь зашла, вот мы с ним начали в общение, вошли в тему, в эту солярного символа, я удивился, что у него вообще суть не первый посыл о солярном символе вообще. Он конкретно, это слезы, у меня же не о слезах там речь идет. 3 круга в круге, это совсем другая интерпретация. Это не слезы, это символ, у него идет конкретно святилище. И он сказал, это не наш, я удивился, что это больше, на ингушский похож, туда-сюда, что-то такое, черный цвет туда. Я же говорю, у тебя у самого на черный, это же символ мудрого ворона, это космический, из тьмы возникает цвет, 2 стороны одной медали. Творческая рука Творца, то есть черный, я ему объяснил. И он тогда, видишь, мои знания это мои. И то, что я вам рассказываю, ни от одного не услышите, потому что тут не шаблонный, посыл идет. Где-то что-то почитал, а здесь конкретно идет не просто сравнительный анализ, но и через себя все это пропустить, понять, что и как, и то есть, но я понял, что благодаря Всевышнему, наверное, вот было сказано так, что мы бы дополнили друг друга. У Славы своя деятельность, он кузнец, он как реконструктор, он воссоздает, святилище, то, что он находит, он реконструирует, и он, то есть, ему Всевышний дал вот такой род деятельности, а мне более сакральный его смысл, базу, то есть его первичный посыл солярного символа. И по идее, если правильно, вот это должно быть в объединении. То есть, чтобы полностью понять полный его контекст солярного символа, что он несет. То есть это значит, что это прежде всего интерпретация, которую я несу о сотворении мира, знания о природе человека, это база. А Славин Джанаев, контекст, это уже школа асов. То есть они взаимосвязаны. Просто проблема в том, допускает ли он это. Если да, то это его надо спросить. Я допускаю. Я считаю это правильно, потому что это очень глубокий символ, несущий знания, не просто объект культурного наследия, как 3 святилища, а это эволюция, это самые древнейшие символы, которые начинаются с самого зарождения нашего мира. И если и начитать даже логически, то это естественно, не первый посыл их святилища речь идет. То есть из этого мы можем исходить, что это нам дает. Сам человек есть храм. Как Коста сказал, его великая фраза: «Весь мир мой храм, любовь – это моя святыня, вселенная – это отечество мое». То есть, понимаете, и
Это прежде всего ты. Все культы, все религии, они ведут к этой истине, том посыле, который я вам постоянно вещаю через этот символ. Это база. И эту базу вы ни от кого, вот я лично от вот тех, кого вы взят по пальцам, ну, конкретики от них, они не знают, что такое хуцау, называют себя там религиоведами и так далее и тому подобное, там, типа с такими словами, кого ты, ну, чтобы что-то знать, ты должен, ну, не спрашивай меня, не отвечай на мои вопросы, игнорируя, они передергивают, и типа они умные, хотят показаться, а я типа не знаю, мне надо учить там туда-сюда, ну, открыто же видно, что какое-то, да, двоедущее на ладони, а таких сразу, то бишь, ты до наука там, да, сюда, то есть ты человека не спросил, не знаешь уже ему какие-то определения даже, да кто ты такой вообще, что по определению, ты на вопрос не можешь ответить, а начинаешь определение давать. И типа, что учить кого-то. Во-первых, я никого не учу, это мои знания, которыми я поделился, и, наверное, адекватный человек спросит тоже, откуда я это все беру, прежде чем мне так говорит. Науку я знаю, религиоведение и т.д. Не просто так же я об этом говорю, о символике, а тоже как тот, кто мне этот вопрос задает, я не буду ему рекламу сделать, сами, может, поймете. Тоже сравнительный анализ провожу, это тоже религиоведение, то есть я учение, я писание, я символику сравниваю, делаю выводы, в отличие от многих, и они не знают того, чего я знаю, из контекста вырывают и что-то по одному какому-то трактуют, типа слушайтесь меня, вот это правильно, и больше никого не хочу слушать, а по факту делают себе книги, пишут и продают, и все за там 3 штуки, 5 штук. Вот и бизнес простой. А за народ, если бы они думали, они бы объединились все вместе. И вместе бы мыслили, думали, и глубже бы открывали все эти знания, и люди бы смотрели, что мы в единстве, что мы один организм с головой, и тоже бы слушали нас. А тут получается лебедь, рак, щука. Лебедь тоже как рак и щука. Короче, наверное, вы поняли, а может и не поняли. Но смотрите, само слово «асса» – это вот все, что есть истины, которые в религиях, это удивительно. О сотворении мира знания как таковые, о самом себе, в том числе о языке происхождения, все в одном вот этой букве, можно сказать. Или в слове «асса». Вся наша культура в одном вот этом произношении. «Асса». Понимаете? То есть и оно проясняет, кто такой ас. Богоподобный, четко и ясно. А насчет Славы Джанаева, символ и вот моего, там суть одна. Как суть? Если его не привязывать к святилищам, это, конечно, другая интерпретация, но если совместить, у него еще больше просто будет смысла. То есть это еще плюс будет святилище. Все зависит от интерпретации и знаний человека. Вот я именно базовик. Что такое с точки зрения нашей культуры, мировоззрения, наших дао, наш Всевышний Хуцау, отличительный.
А это дает совершенно другое миропонимание, ощущение с миром. Не то, что вы привыкли, когда вы говорите о Творце. Где-то представляете, где-то он с бородой сидит, где-то там, не знаю где. Нет конкретики, значит, ты не знаешь и не можешь говорить. Это шизофрения. Это именно... А верить можно во что угодно. Есть такое понятие мыслеформа, создаваемое. То, во что ты веришь, это есть реально. И оно работает на слепой вере. Вот как Кашпировский, веришь во что, это работает. То есть, а наша культура, она конкретно дает ясное понимание, осознание, кто ты. Ибо куда бы ты ни пришел, ты придешь к себе, к своему я. Идешь к Всевышнему, к себе придешь. Уходя за материей, ничего нет, там вечность, бесконечность. Ты к себе приходишь. Это лишь пути, дороги, и разграничивает нас, разделяет нас только материя, индивидуальная эволюция, то есть дух, душа. Душа имеет еще 7 тонких тел: эфирное, астральное, ментальное, казуальное, кармическое, будхическое, атмическое. Но это термины, понятия с точки зрения буддизма, индуизма. Можете по-другому их назвать. Тело чувств, тело ментальное, астральное, мир снов, короче, иллюзорное. В общем, знания, которые нет в других религиях, которые вам не даются. А здесь конкретно идет знание об эволюции, о недостающих фрагментов, которые вам не даются ни в исламе, ни в христианстве, нигде. Это все ссылки. Все, что мы делаем в культах символически, это все ссылки, дающие нам знания, нас самих, ведущие к самому себе, к своей природе, а не от себя и поклонение не знаю чему, кому не знаю, повторяю, как делали, а не знаю, зачем делали, что это есть форма идолопоклонничества. Истинное единобожие – это там, где ты не можешь определить, где Бог, ибо это есть все, это есть Дух. И в тебе во всем, через тебя проходит свет, Дух, глаза – зеркало души. И через себя все, через твой, ты же воспринимаешь. Тебя нету, а где, что, где, нету. Поэтому те, кто говорит там, типа идолопоклонники, или есть люди, которые поклоняются лишь Бога и воспринимают Иисуса. Дело в том, что сам-то у него религии не было. То, что он нес о вечности Духа, и как он о себе говорил, аз есть, да, то есть вечный я. То есть это есть аз понятие. Оно распространено. Это и есть наше самоназвание народа, Ася, осетины, наша культура, культ, то есть возданный, то есть это распространяется на всех, то есть мы народ такой, сами богоподобный. И мое мнение убежденное, что носитель данной культуры не может, являясь богоподобным, еще принимать еще какого-то богоподобного в виде Иисуса. Это идол. Ты поклоняешься Ему как Богу, тогда это просто знание о том, что в тебе есть Дух. Такой же, как и в Иисусе. То есть Дух наш вечен, вот и все. Спасение в Иисусе это есть, то бишь понять, что в тебе есть Дух. Все, просветлились, едем дальше, творим, вот и все. Вся истина. Просто нужно один нюанс понять. Есть за пределами материи ничего, то бишь с другой стороны есть все. Все, что есть, это есть иллюзия. Или на астинском Мангдуне предки говорили, иллюзорный мир. Все, что из точки возникло. Кстати, не Всевышний это тоже как бы просто ссылка тебе даются о нашем начале. Вот и все. А не то бишь где-то кто-то на небе сидит. Видите, восприятия же разные. Всеединый. И разница нашего миропонимания, ощущения и философия, и да, это живая культура, не мертвая, не слепая вера, не знаю во что верить, и ты, которая не можешь пальцем показать. А тут конкретно идет вот оно. И на наше слово, оно
его конкретно тебе дает, это царь, жизнь, арт, то есть дух везде. И его посыл, начало, то есть вот наше слово «хуцал» Всевышний, то есть опять правильно не Всевышний, это неправильно нужно понимать, что значит все высшие, где это высший, в каком месте, лево, право, выше, где, покажите. Само слово. Где у беспредельности есть высота? Где, в каком это дух? Никто не скажет, не покажет пальцем. То есть вера уводит куда-то, туда, не знаю куда. А тут конкретно знание. Наша культура нам дает о Боге знание такое, какое он есть. То есть за пределами... Почему именно хуцал, хор, от слова солнце? У ариев был почему солнце? Это наиболее тонкая материя в материальном мире. Не именно конкретно солнце, а там философия в том, что это наш как первоэлемент. И вот этот свет через глаза, через зрачок, это с точки зрения квантовой механики, физики. То есть на самом деле все, что мы видим, это обман зрения. На самом деле это мы и есть весь мир. Просто у нас восприятие, внушение такое, насколько мы разделены, как будто это все отдельно от нас. А на самом деле это мысли, просто это грубая материя нас разделяет. Вот и вся истина. Это иллюзия, обман зрения. И этот цвет, дух, то бишь, пронизывает. Мы же это все через глаза видим, зрачок, как я сказал. Вот это есть истинное понимание единобожия, и там не идолопоклонничество, когда от этой истины кто-то создает что-то свое, поклоняться тому, спасение в том-то, том-то, чем-то. И каждый свои какие-то понятия, шаблоны, в общем, определения дает типа. В общем, вот это база. И вот арий, из этого можно исходить, что вот сами культы, да, вот многие красиво говорят, как произносят молитвы, то бишь, как надо делать, а в руках у них спиртное и так далее. Это уже говорит о том, что они... если бы вот эти все молитвы что-то давали, наше общество бы здоровее было. Да, значит, что-то не так, неправильная взаимосвязь идет, и самообман, и незнание. И это есть форма идолопоклония, поклонничества предметам, атрибутики. То есть вот это все, это и есть секты. Когда оно не актуально, ты просто делаешь, повторяешь, не знаю почему и как оно. Это живая культура, она должна жить, она бытовать. В нем люди должны видеть смысл. И оно должно быть применимо. Оно должно нести. А когда это вот нету, а просто делать что-то, а в образе жизни, что такое молитва, да, в точку ноль прийти, есть, то есть в вечном, что говорится, есть начало вечное, да, ацагдуйне, да, по сути, а есть иллюзорный мир, то, что мы называем вот материальный, не вечный, смертный, иллюзорный. И человек, не имея понятия сознания вечном о своем ас-понятии, как Иисус нес ас, да, в вечном духе знания, ты теряешь эту связь и уподобляешься ты у тебя, а человек ценит, которые чисто бытовые, да, ценности, теряя связь с тем, что он цепляется за это как за последнее, вот то, что... И у него возникают страхи, он боится потерять это все. У него отсюда и все проблемы, отсюда и чревоугодие, отсюда пей, гуляй, одним днем живи и т.д. и т.п. То есть теряется связь, оттуда и коррупция, воровство и то, что мы видим. Понимаете, вот это вторая природа. Это не говорит, что это неправильно. Рай там, где ты есть, ад там, где ты есть, от людей зависит.
А Ари этот кто-то понимает, осознает в себе вот это понятие ас, что он подвержен не в том плане, что это плохо, а он как боготворец, от него зависит окружение, мир, он тоже, то есть ты понимаешь и осознанно, ответственно, как бы, чтобы не уподобиться, вот возникают же какие-то страхи у человека, там, бытовые, еще туда-сюда, стресс, депрессия, ахе абонай бадамун, то есть в порядок себя прийти к своему «я», то есть к вечности, понять, что это всего лишь временно и не стоит так привязываться. Вот и все, вот и все практики, которые там вы годами ходите, что-то там типа просветляетесь, как вот в позе лотоса, как вот на вертеле от Карачка Гриль, и делают вид там соединения, то есть людей с края в край бросает. Если, ну, это тоже форма, они думают, просветление идет, а большинство их вносит, они забывают ответственность за историю, народ там, и чтобы от труда уйти, от жертвы во благо общего, они выбирают путь эго, эгоисты простые. То есть две края, вот нету разницы между кто на обитаемом острове там на гамаке целый день, баунти, там он качается. Это одна форма, а это типа просветленный, он типа он понимает смысл, он не, это две крайности, как и фанатизм в религиях, опять шаблоны поклонения каким-то, ну, в общем. Сама суть, смысл жизни там, где ты есть, там, где можно развиваться, там, где можешь ты реализовать свои потенциалы, наработанные путем труда. Вот самый правильный путь. А многих уносит куда-то в сакральные там знания, которые им ничего не дают. Они там на свое имя собирают аудиторию, что там уносят. Эти знания, они, если людей разделяют, и запомните, значит, в этих знаниях истины нет. Истина там, где, во-первых, уважение, нравственность, ценности, простые человеческие и ценности нашей истории, что мы осознаем национальное самое. Идем дальше. И ничто нас не может. А любые вот эти вопросы сакральности, они должны быть для дискуссии, но они не должны разъединять. Но если кто-то, запомните, не хочет и сам себе вместе что-то делать, да, для народа, будущего, для единства, и убегает, что-то там себе пишет свои какие-то, это уже в общем, неправильный путь. Просветление, оно вот просто все от ума идет. Если вы вот то, о чем я говорю, поняли, все просто, когда вам, если, допустим, сложно, депрессия, что-то, просто идите вперед, продолжайте, занимайтесь творчеством, спортом, приведите себя в порядок, потому что просто нет смысла деградировать. Ну, зачем? Куда? Вот самоубийство от чего происходит? Ну, убил ты себя, а ты откуда знаешь? Ты не Почему это считается тяжким грехом? Потому что здесь как раз-таки именно то место, которым тебе определено пройти свой путь, опыт, карму, да? Именно для этого ты сам выбрал этот путь, и ты берешь и уходишь, убегаешь. Поэтому это очень неправильно. Тебе предстоит опять возвращаться, еще может сложнее проходить этап. Поэтому самоубийство самое плохое. И считается вообще. То есть, убив себя, ты не решишь ничего. Думаешь, что типа тебя не будет и все. Нет. То, что ты есть, и вот как ты есть, ты это с собой будешь нести. Есть какие-то, кому-то ты убил, на ногу наступил, ты должен все это отплатить. Это закон кармы, великий закон справедливости.
И поэтому у нас нет такого. Оно и в христианстве было, это понятие, его убрали. А оно у нас карма, на нашем языке то же самое. То есть ответственность. Ты не вымолишь, ты ничего не сделаешь, это ничего не дает. Совесть, как ты можешь вымолить, ты кому-то причинил, как ты слова, кому-то отчет дал, и тебе типа ты правильный стал или что? Как у тебя может, какой ты человек, с какой совестью ты можешь у кого-то просить, если ты внутри чувствуешь то, что ты кому-то неправильно сделал, как ты можешь просить? Ну это же неправильно вообще. Поэтому есть такое понятие, как карма, причины следственной связи. Что посеял, то вот какой человек есть, нету по сути одаренных людей. Это ты накопил в прошлых жизнях свои таланты. Это твой путем труда. И здесь ты тоже продолжаешь свой путь. И в этом весь смысл жизни. Это и есть смысл. А те, кто убегает от этого, эгоисты, прости, типа они просветляются куда-то в Индию уезжают, другие там их уносят в крайность. У людей проблема большинство в крайности, это слабаки. Если не фанатик, если не наркоман, если не зависимый, то зависимый от религии фанатик или еще, который предвзят к другим знаниям, учениям, к людям. То есть это две крайности. Вот как фашизм то же самое. Как Гитлера идея возникла, то бишь он избранный, остальные все типа... Вот это крайности. Понимаете? И надо... Вот это и суть аса. Оно более глубокое, то бишь. Вот все культы, которые у нас есть, они связаны с природными силами, в том числе духовными царствами, с нашими первоэлементами. То бишь солнце, природа, все, что мы знаем как природное, да, вот царство, элемент земли, элемент ветра, воды, огня, это все точно так же все одушевлено, то есть живое, как люди мы. Вот ветер вас касается, это тоже все живое. Они не такие, как мы, но они на своем плане бытия, у них свой функционал. И люди это арии, суть. Вот мы приближаемся к тому, кто такие асы арии. Это, во-первых, знание о самом себе, о природе, о составляющих и культы, которые нас связывают с тем, что все живое и мы взаимосвязаны. И тут нам, что это нам дает? Что мы, какую нам картину открывать и мироощущение, понимание? Это ответственность, это совсем по-другому, нежели то, что сейчас происходит. Безответственность. Вот земля это, вот есть у нас мать у всех, а земля это наша общая мама. Если бы мы понимали, что это живой организм, и мы взаимосвязаны, и сам человек есть храм, вместо самообмана создавать кучу храмов, которые сами прихожане финансируют, да, и делают из этого бизнес, да, а по сути идет загрязнение живого храма, нашего общего, это земли. И прежде всего мы сами себя загрязняем. То есть не ведем правильный, нездоровый образ жизни, не учитываем суточно, неосознанно что-то делаем, слепы, неосознанный путь развития в обществе, в массе своей. И такой образ жизни отражается на том, что мы вот видим. Чревоугодие, коррупция, обман и то, что мы жалуемся. Это все проблемы нравственности, культуры. Это все проблемы культуры, без духовной культуры, нравственности. И нам эта культура, вот те, кто, когда мы говорим о своей культуре, думают, что это что-то древнее, старое, это вы настолько древние, старые, заблудшие в матрице, спящие людьми стали. Тогда как это актуально здесь, сейчас, это было всегда, это основа, это база. Это и приводит нас
тем, кто мы есть, да, к своему «я», делать нас осознанными, ответственными. Мы чувствуем связь с окружающим миром, и в том числе мы понимаем, что это все живое, и, соответственно, мы тоже, суть ария в том, чтобы, поскольку он понимает, что в нем есть от Бога вот это вечное, он как Бога-творец в этом материальном мире, тоже его окружают все живые, это отношение к природе совсем другое. То есть поэтому дарай сомхорс, твой рай там, где ты есть, там, где твое солнце. Дарай твой рай там, где хуарз, хор, солнце, арз, через природу и в тебе это. Или доброе утро. У чего? Ура, у солнца. Ура, у чего? У солнца. Благодарность, дар, это твой дар, понимание, философия, ар, или рассвет. Ра, аз свет, рассвет. Ра, аз есть свет, понимаете? Царь, жизнь. То есть это все нам дает наш язык, живой язык. Поэтому он называется сакральный, что он открывает нам совсем другое понимание мира, нежели то, что мы как воспринимаем сегодня. И что все это искусственное, там, и отношение к природе, к животным, соответственно, тоже. Отсюда и чревоугодие. Люди кушают, убивают. Вот большинство людей не по необходимости, да, они же не думают, что у кого-то жизнь отобрали, это тоже жизнь, да, чья-то эволюция. С чего ты взял, что ты вправе у кого-то лишать жизни? Однако это, если так взглянуть на его сакральность, да, жертвы животных, да, ты берешь у него энергию, силу, и недалеко не исследование, ну, не буду однозначен, но не положительный, да, кровь туда-сюда, это все, ну, не буду однозначен, потому что, ну, крайности я не люблю. Если что-то делать, постепенно. То есть мы питаемся как, ну, отношение у нас к природе, к животным неправильное, то есть это чревоугодие. Мы отбираем жизнь, надо же это учитывать, и нам для чего? Да, мы не ценим то, что отбираем, мы не говорим халар, мы не посвящаем, не благодарны. То есть, можно сказать, весь мир участвует в том, чтобы мы вот себя вот жили, да, и все в этом участвуют. Значит, все достойны благодарности, в том числе и животные, да. Они нас делают мир таким, каким мы его знаем, неповторимым, и они нам дают силу, по сути, да. Это жизнь, и мы должны быть благодарны. Разницу чувствуете? Вот суть ария в этом. То есть вести гармоничный образ жизни, здоровый образ жизни, фильтровать свой ум. Да? То есть я, например, как и все люди, ну, чем отличаюсь, да, допустим, с этими пониманиями, вот то, что я несу. То, что я это понимаю, и есть, я также подвержен всем этим, как и вы, дурным мыслям каким-то постоянно, предрассудки туда-сюда. Но я понимаю, что ум это иллюзорный, и что есть истины, что есть база, и что есть ценности, самое главное, вечные духовные ценности, и фильтрую. И чтобы себя приводить в порядок и постоянно быть собранным, как Брюс Ли говорил, да, ты ведешь здоровый образ жизни, тренировки, культура питания, то есть самообразование, да, ведущее к самосознанию. Ты понимаешь, зачем, что, а не просто как неопределенный в этом мире, не зная свое предназначение, просто так не должны рассуждать в возрасте уже достигшие, да, опыта
нравственные люди не могут так рассуждать. А, живи себе там. То есть они должны понимать ценность сути, что есть главное, и давать пример, быть другим, и показывать путь другим. И это главное. То есть творчество, все, что тебе там помогает, вот, допустим, медитация, транс, то же самое, может быть, медитация, трансом может быть ничего, просто ты не обязательно, обман тут в том, что у вас ассоциируются вот эти 7, это опять шаблоны. Типа позу принял и надо что-то. Да вы точно так же можете, вот я говорю, это тоже можешь в транс, медитации, то бишь. Главное просто понимать, что есть начало вечное, есть материальное. И если тебе что такое медитация? Остановить поток мыслей, да. Значит, тебе что это подразумевает? Как это понимать? Надо же правильно понимать. Если тебе мешает поток мыслей, да, ты в страхе, ты еще в чем-то, ну сделай что-нибудь там, в творчество, отвлеки себя там, спорт, подумай о чем-то другом или просто подумай, пофилософствуй. Медитация это просто мысли, наоборот, это философство. То есть превратить вот то, о чем тебя что-то вгоняет в страх, просто обрати его в философию, подумай, сделай правильные выводы, сравни. И это есть... Вот когда-то отец принес 300 с чем-то медитаций Будды. Ламы, то есть не Будды, а ламы. И я думал, что за медитация? Оказывается, просто это афоризмы, цитаты его афоризмы. То есть это просто ты философствуешь над тем, что вот тебя, ты о чем-то думаешь, ты размышляешь. И это что-то, если у тебя внутри какие-то дискомфортные там, переживания, ты просто философски решаешь, думаешь и обходишь, и вот. То есть вот это и есть разница между буддизмом, их практиками и нашей простой жизнью. Просто они понимают, что жизнь сама есть практика. То есть, что жизнь сама есть практика. Как к Будде ученик пришел и сказал, я просветлился, ему Будда сказал, ну тогда иди к людям, то бишь живи как они. Это о чем говорит? Просветление это не значит куда-то, ты пришел сюда для чего? В этом же смысл. А успеть ты в другой, и так успеешь там, в мир любой там, и за богатство, если ты думаешь, любой миг, если умрешь там, подумаешь, сразу оно у тебя, ну, совершенно другой план бытия. Здесь место силы, место труда, место вот, просто другой формат. И зачем от этого убегать куда-то, типа просветления? Это эгоизм или не знаю что, в этом нет смысла. И вот эти все практики, которые вы знаете, это все. Поэтому вот наша культура самая вот, просто ее забыли, смыслы там, смешали, уподобили шаблонами. То есть, кто такой Ари, Аса, я думаю, вы понял. Все истины, которые вы, если есть в христианстве, как нравственность, заповеди, все, за исключением того, что другие еще плюс знания о самом себе, своей природе. Вот то, что Иисус нес как богоподобный, вот это равняется Ас. Это равняется первопредок Саваса, который, допустим, Даурбек Макеев, типа основатель религии, там Аса. Есть другие кадры, ну, Саваса. Он как религиовед вроде бы, а не учел тот момент, что, допустим,
Вот это понятие асы в священной весе встречается. Есть када, где о саласе вообще речь не идет. Если как символ рассматривать, то саласа равняется Иисус. Он его чисто с Иисусом сравнивает. Типа как уподабливает христианским понятиям. Не знаю, что алхимический это как символ. Дающий это есть солярный символ. Саластик, они даже по звучанию это одно и то же. То есть саласа равняется саластика. И саластика, то те знания, которые несет, это равняется о духе. Но он это не учитывает и не хочет слушать. И... Короче, я не буду. В общем-то, вот так. В том числе Хуцау. То есть поняли, да, в общем и целом? Я не знаю, кто что понял, а потом отвечу на вопросы, мне надо рассказать. Исходя из этого, вот у трансцендентальное состояние, да, это и сим, ритуальный танец, сим, допустим, круговые танцы, как зикр, как вокруг Кабы, вот это все символы мироздания в культуре нашей, все эти символы мы повторяем. Солярный символ, крест, символы мироздания, несущие знания, в том числе в культе три пирога. Трансцендентальность, все от ума идет, все очень просто. Не обязательно сим танцевать, что в трансцендентальное состояние. Вот многие люди, опять не будут, чтобы им рекламу, они же своей головой не это, почитали где-то, кроме этого сами не думают, что все, что они через... Вот это есть идолопоклонники натуральные. Они все в предметах видят, в этих там, в танцах где-то. От ума все идет. Если у вас есть понимание, вот тебе надо трансцендентальное состояние, а зачем оно тебе надо? Вот почему? Обязательно сим, допустим, танцевать. Это просто наш чисто культовый танец. И вместе, да, он дает такой эффект. Но это значит, что мы его не танцуем, и мы не можем, потому что мы не танцуем или что-то не делаем. От ума идет. Вот зачем нам это трансцендентальное? Чтобы единство с Творцом понять. А что, я сейчас не могу понять это, что ли? Их невежество, там религиоведами себя называют, там науки, а настолько искаженно они это преподносят, потому что сами не понимают, что несут. Чисто тоже шаблонники простые. Да, умики дискутун. То есть не предметы нас делают, предметы, они ведут к своей природе, к своему я. В нем все. А предметы, какие-то телодвижения нам что-то делают как-то, и мы что-то с нами. Это от ума идет. Вот многие как говорят, вот талисманы, да, та же история с амулетами, талисманами, то бишь приносит нам это удачу, счастье. Это все от ума идет. Если ты программу установки, это любой экстрасенс даже скажет, они поэтому и люди легко внушаемые, вот, очень. Им, конечно, им помогает, потому что они сами начинают своим умом это устанавливать программу. То есть, если ты веришь, это как БАДы, они действуют, никто не говорит, но с другой стороны, ты же понимаешь, осознанный человек понимает, что это лишь предметы. И вот типа религиоведы себя называют, которые типа, я не хочу достоинства их этих, просто мне неприятно, что
Ну, в общем, я не буду. Все от ума идет. И просто запомните, не предметы нам что-то делают и что-то нам. Это мы сами для нас. Вот мы сами внушаем, что-то делаем, типа они нам дают, то тогда они дают. Но от ума сам, от понимания, от ума идет. Сим, допустим, ритуальный, культовый, это все просто вот своего рода творчество, да, не похожее на других, то есть культы, связывающие, дающие нам эти знания, отличительные от ислама, христианства, у нас свои. Вот и все, они были до ислама, до христианства, до зороастризма, и даже все зависит от, ну, человек подверженный шаблонам. Вот как я говорил, что главное знать базу, а я именно базовик. То есть все пути, к чему вы хотите познать Бога, я вот это вам вещаю, это я познал, знаю. Что такое религия? Вот с точки зрения истины сотворения мира, когда из абсолюта возникло все, то что такое абсолют? Там это вечность, там, где нет времени, ни начала, ни конца, беспредельное пространство. А уже точка – это начало, это установка времени. И вот религия – это каждая религия, она устанавливает свое время, свое начало и интерпретирует под свое начало, то есть сотворение мира, описание. А по факту это перехват управления, потому что политика, она была, все зависимо было от политики всегда. Перехват управления. Каждый правитель хотел все под себя, как и Гитлер со своей идеей. Что они делают? Берут символизм, берут базу и начинают все под себя, идею делать, идеология. У нас она была всегда. Так и другие религии. Здесь я Иеристон, священная земля, прямая аналогия Иордания, Ирдон, там здесь то же самое. И это говорит то, что здесь более древние, все эти понятия древние. Если есть древнейшая история, это иранская, Арии. Ирана не было, Ария. От Кавказа до Ирана здесь более древние находки находили, чем в Иране. И это было одним целым. И здесь доминировали арийские племена, родственные, у которых была своя культура. Культура ариев. И мы вот осколок этой культуры, носители. А потом произошел перехват управления. Все эти знания, которые мы имели, вот этот, кто нес, аз есть, я дан, аз там где-то свой знания нес заблудшим дома Израилева, не знаю. Вот взяли там, убили нашего парня, возможно. Крест тоже на крест сделали символом христианства, а древнейший символ наш был языческий, символ Творца, солярный, то есть тот же, и его начали, удлинили крест, на него распяли, сделали символом распятия, то бишь смерти. По сути, языческий крест начали дискредитировать, ну, типа это язычники, там, идолопоклонники, а это суть, смысл о том, вот, культура ариев, то есть солнце – это дух Творца, и философия, то в каждом из нас есть дух, вот как Иисус другим нес о вечности духа, Он всем нес. Язычником Он был, аз. А нашу культуру, откуда Он это нес, знание, да, это начали дискредитировать, искажать, типа неправильные идолопоклонники, Папа Римский, крестовые походы, иезуиты и т.д., и потом тюрки, потом арабы, потом... И все, эта цивилизация ариев, она нами разрушили, нас загнали в горы тюрки, хромой Тимур. Тюрки тоже у нас объединились там, отобрали наши земли, в том числе, потом монголы. Ну, род Чингисхана, он аланский был. Есутей Богатур или Ос Богатар у нас был аланский царь. От него, кстати,
Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин, род идет от Ос-Богатара, ветви. А Есутей-Богатур – это отец Чингисхана. Аланхой там – это род этот был, аланского, Залина Джоева, посмотрите вот лекции. Это не они нас победили, а вот эти, Хромой Тимур, все эти. А монголы это, Мон это дух, гол, повозка. То есть практически мы друг против друга воевали. С монголами наши предки, асуты, многие ушли. Он им лучшие земли выделил, и у него элита была. Это говорит о том, что... То есть там аланы доминировали, просто историю приписали, типа это какие-то косоглазые. Нет, это они их объединили против нас, чтобы тоже нашу историю исказили. В том числе и Китай тоже. И вот так и мы все потеряли, все эти смыслы, знания, жреческое сословие, вот, ну, сохранили-то. Вот наш флаг на основе вот этой цивилизации, империи, 3 теократическое общество, 3 нартовских рода, Алагата, Асата, Сартаката, Бурата. То есть это флаг нартов, флаг той цивилизации. Мы носители вот этой цивилизации, ариев. Идеологии, у нас своя идеология была, которую я вам несу. Дух единый, общественно-родовой строй. Идеология наша своя. И все. Это о чем я говорю? Перехват управления произошел обратное. У нас своя пирамида была. Верхушка вот той цивилизации был Кавказ, страна асов. Со своей культурой там богатейшей. То есть и влияние, что контроль шелкового пути, все там контролировали арии. То есть аланы не были, пришли откуда-то лишь потому, что это была одна большая территория, и они, естественно, и кочевали. Но костяк их здесь был, родственные племена, одни здесь были, естественно. У империи есть как и войны, как и кочевники, как и те, кто землю отстаивает. А те, кто вырывают с контекста, то бишь аланы пришли откуда-то, они не знают, что это империя была, одна единая. Пространство было, и там арии, родственные племена, они не могут охватить, и в этом их беда вся. И искажение из контекста вырывания. Конечно, аланы не пришли сюда как гости, естественно, они пришли сюда на свою родину, и все, возвратились. Их конкретно добили потом эти всякие Тимуры и косоглазые. Но тоже эти понятия, а на другой не то, что Иордания, а зороастризм, где возник, ныне где Иран, да, вот. А у нас еще более, поскольку фактом этому является, что здесь верхушка была, то, что здесь древнейшее святилище, школа асов, вот ее символ, 3 святилища асов, которые описываются, вот те, кто говорят, это сказки, типа, сами вы сказки, потому что ничего не знаете. В гибель нартов откройте и почитайте конец. То есть Нарта Батраза, когда он погиб на месте его гибели, 3 слезинки Всевышний выронил, и возникли 3 святилища. Реком Таранджело смыкал Кабрта, и вот они 3. Они реально есть, это то бишь, вот как есть Кабба, Мекка, у мусульман туда паломничество. А у нас на Кавказе почему считается Иристон? Иристон, Хири, там соседи дискредитируют те, кто тоже не знает. Хотя Арий, Ирия, сад при Эльбрусе тоже есть Ариев, райский сад Ариев считали там. Дискредитировали, потому что Иристон это общекавказское название, и доминирование на этой территории Кавказа вот этой культуры и священной, святой Ири, это от слова святая земля, Ири.
И носителями ее были жреческое сословие духовно-религиозной культуры, то есть в этой империи. И здесь много святилищ. Вот возьмем везде реком, вот это самые основные аланские реком, реку Ариаком, школа ассов. То есть вот как паломничество там совершает, для всех ассов вот это было самое вот святилище Арикум, Ариакум. Ну и другие там, я не буду. И они распространены везде. Джейрах, допустим, это Джериевых, астинская фамилия, Джериевых святилище солнечный. Они везде. Просто все это забылось, подменилось с приходом других религий, дискредитировались. Единственное, мы сохраняли, потому что мы понимали в корне, на генетическом уровне, даже сейчас все равно в смешанном виде, но делают 3 пирога. Хотя я сторонник чисто, потому что не может 2 религии в одном, это дискредитация одно другого. Ну, неправильно это. Если ты мусульманин, делай намаз. Если ты ас, делай по-нашему, а не колени там. Ну, это не наше. Это нам чужеродное. Перевод с арабских понятий на русский и на астинский нельзя, потому что русский, астинский язык это конкретно относится к индоевропейской языковой семье. А это конкретно носители культа ариев, своих культов. Как ты понятия исламские переводишь на свои, это получается дискредитация своего языка, своей культуры. Это нам чужеродное от слова. Да, народ это, даже народ взять. Народ не может быть мусульманским, знаете почему? Если ты так сказал. Потому что нар это солнце, род. Народ, люди одного духа, одного рода, одной культуры, культуры Ра. Нарты кто такие? Как Абаев переводит? Дети солнца. То есть речь идет о культе ариев. Так как ты можешь, понимаете, надо вещи своими именами назвать. Это ваше право принимать, не мое. Может, вы от невежества, от незнания это делали, потому что забыли или из-за политики в том числе. Вы принимаете религии, но забыли о том, что ваш язык сам, история, происхождение его, то, что он в себе, не как и астинский язык. Если осетин говорит аз, посмотрите в буквице, в кириллице, что обозначает. Аз есть Бог. Богоподобный. Так как может аз, я на своем языке, если я говорю аз, как я могу еще какого-то Бога принимать, другие понятия еще и на коленях стоят. У нас таких понятий нету. То, что там начинают говорить, а что там, перед Богом стать, это же там, а при чем здесь колени, обязательно колени, это же опять идет чьи-то шаблоны понятия. У нас просто этого нету, и потому что у нас другие знания. У нас не вера, а веда это слово, видеть. Мы видим Бога таким, какой он есть, ибо мы, если не видим, не знаем, о чем сами говорим, где, что, когда. Вначале было слово, это слово было Бог, и это слово говорит кто? Человек. Человек. То есть, понимаете, я не хочу сказать, что... Потому что это мой уровень знаний, я это познал. Кто хочет, верьте, нет, кто... Вера тут ни при чем, но принимайте, кто нет, ваше дело, не смотрите, я никого не... Просто я знаю то, что знаю. Но на 100% я вам говорю то, что есть. Вещь своими именами называй. Наш язык, у нас своя культура, культ свой. И зачем их уподоблять под чужие? Каждому свое. Там, где кому-то что-то пришло, это им, а не нам. У нас свое было.
Однако речь идет сейчас о перехвате управления и все под себя делания. Вот есть первоистины во все религии, которые дают. То есть это есть, когда из ничего, из пустоты, из хаоса возникает наш мир. Хаос, когда мы 3 пирога раздвигаем, начинается, произносим Оху Цау, начинается молитва, а потом заканчивается, объединяем крест-накрест, возникает наш мир. Из одной точки Хуцау это символ крест, символ солярный, символ эволюции духа во плоти, как от тонкой материи эволюционирует до грубой. И в материальном мире это зодиакальный крест, это уже солнце. Понимаете? У него есть духовное начало. Солнце это не конкретно. Понимаете? Это истинное единобожие, понимание, да, дающее нам знания. Мы точно знаем, а не верим. Зачем нам верить, если мы знаем? Да? Ведаем, правильнее будет. И не Асдин, а Аздан. Мы говорим Асдин другим, что у нас своя вера. Иди пойми еще, спроси, что под их пониманием вера, потому что у нас такого нету. Просто для обозначения, что у нас тоже, поскольку все уходят, истину видят в других религиях, что они там начинаются. Но мы-то знаем, что наш да, он сам возрождение этого мира, он был всегда в свете истины, они были. И поэтому мы просто говорим, кто-то говорит Ирондин, кто-то Даурбек Асдин, кто-то... Ну, это есть Ахдау, по сути. Вот. И оно в себя вмещает все. То есть это религия, но мы ее религией не называем. Связь с Творцом, здесь тоже свои культы, как и у других религий. Суть одна и та же. Но или называем Аса, я его называю конкретно Ас-Дин. Почему я сказал? Дин в скобках, Дина вообще, по сути, не вера, а дан, правильно, Аздан. Он в самоназвании и так есть. Аситин, Аздан, его правильная форма. Я есть вечный дух, знание о вечном духе. Один это вера. Просто мы это говорим для обозначения. У нас своя есть. Но это тоже в искаженной форме получается. Суть, цель в этом, чтобы людям прояснить, кто такие асы, что это не просто национальность, а подобно тому, как мусульмане есть, мусульмане, христиане, есть асы. Чтобы им вернуть память, сознание, кто они такие. Аздан, аз есим, как Иисус говорил. И вот каждая религия, вот все вот возьмите сионистское, да, сионисты. У них свое начало, каждый берет истину под свою идею, да, вот из бесконечности возникает мир. То есть идет своя интерпретация. То есть одни по одному интерпретируют, другие по одному, буддизм там, но истины одни. Разница лишь в том, в интерпретации. И христианство переписывали, другие тоже по-разному понимают там, но истины они одни для всех. Ибо никто не отделен от этого мира и бытия. Разница в уровне самосознания и вот, ну и политика в том прежде всего. Не будут же правду там, еще чего-то там. Ну это тоже в этом-то интересно, наверное, но это, я говорю, о перехвате управления. Вот у нас была, в общем, всегда своя тема, свое начало, свое время. И когда-то, когда вот эта подмена началась, перехват сделали, в один образ, как Иисуса, допустим, заключили все эти истины, под историю сотворения мира, под свою религию, истины.
только там начинаются. И с тех самых пор, как нам это подменили, мы же все говорим их шаблонами или других религий, авраамическими. Все под эти шаблоны автоматически подпадает. От незнания своей философии, культуры, мировоззрения мы автоматически, то есть их шаблонами. Говорим-то у нас своя вера, но под их шаблонами. Когда особенно оправдываемся, что типа у нас мы не язычники, что мы не многобожники. Это вам сказали, что это неправильно. Но вы же сами не поискали, а что такое язычник, а что такое многобожник. С точки зрения нашей культуры вы же не подумали. И вы делаете очень грубую ошибку, уподобляетесь им. И практически сами же те, кто говорят, мы язычники, они типа говорят, что мы Иисусы. Представляете? А все от незнания того, вот этого понятия, термина «аз», который Иисус о себе говорит. Это никто, я ни от кого не слышал, не знаю. Они себя называют религиоведами в кавычках. Но вот я вам и говорю, что вот нам же говорят, что традиционная культура типа идолопоклонники. А кто идолопоклонник, если они сделали этого аса своим главным богом, да, религии? Тогда как? А нам говорит, что мы не асы, то есть мы идолопоклонники. Они не догоняют, что мы сами есть эти асы. То есть богоподобный. Сарматта что такое? Царь от какого слова? Сарматта. То есть голова. Нет Бога, кроме Аллаха. Ну вот ты доказал, что у вас свой Бог. Типа мой Бог правильный, а типа Хуцау это неправильный. А Хуцау тогда что такое? Это вы в счет не берете, что ли? Царя Римского, кто вам сказал? В Риме скифы были, Рима вообще не было, там скифы были. Сар, рыцарство, рыцарь от слова сар, рыцарство от сармат произошло. Так таковое, военное искусство, все от сармат. А сарматы произошли по преданию от союза с браком с амазонками. Они тоже наши предки, амазонки. Амзонга от слова амзонга. Зонга это знакомиться. Познакомились и сарматы с лучшими мужами, которые оставили своих хозяек, домохозяек, и их сердца завоевали воинственные амазонки. И вот от союза с ними возникли сарматы. Я отрицаю Цезаря. Зачем мне Цезарь нужен? Это сарматы ему придумали, Цезарь слово. Или они взяли. Халадзорок. Так, давайте к делу о физической культуре. Вот с пониманием всего того, кто такой ас, все становится ясно, что в плане кувда, молитвы, то есть, что такое, я сказал, что прийти в точку ноль, да, молитвы или просто понять, что это лишь временное, материальное, не стоит так привязываться к нему. И просто это понимание вам дает это истину.
А молитва, она начинается там, вот все же от ума идет с этой логики, да, и там, где вы есть то, о чем вы думаете, мыслите, самое главное вот это. Они красиво пришли, что-то крикнули. Во-первых, там, где объединяются, там же единомыслие должно. Вот вы запросили что-то, а почему тогда, если вы здоровье просите, а и с каждым годом водка со столов спиртные не... По идее, по логике, если эти молитвы что-то дают, тогда стаканы не должны быть в руках. Бог бы их унул. Но это говорит о том, что мы не понимаем то, что мы делаем, и то, чего просим, понимаем ли у кого, у чего. Опять нету ясного видения, потому что нет такой площадки, что все эти моменты, вопросы алхимические, на алхимическом уровне, с точки зрения науки, все эти вопросы взаимосвязи с тем, кому это обращено, чтобы проявить как-то, уявить, утвердить, не идет, нету этого в обществе. В итоге все превращается в тоже форму идола, поклонничества и делание это все в символической мертвой форме с непониманием для чего. То есть я всегда говорю так, вы должны всегда, когда о культуре говорить, как наши предки, не как наши предки, это само собой, а для чего, почему, они же все делали с пониманием. А если ты не понимаешь и делаешь чисто символически, то это мертвая форма, это ведет наоборот к деградации, вот как племена в джунглях остались и все в развитии. И поэтому и младшие не видят в этом правду, видят, смотрят, старшие там умничают, а в руках их стакан водки с пузами там еще. Это неправильно, значит они не понимают, что такое Ахдау и для чего это им надо. Вот это и есть типа верующие. И вы с этого можете понять, что идолопоклонником может быть любой, исповедующий любую религию. Если за вот это он не понимает и поклоняется вот формам этим, идолопоклонник. Не понимает, что это все в тебе. Не понимает базу, основы. В общем, важно то, о чем ты думаешь. Вот культ три пирога, помимо того, что дают знания о мироздании, о себе самом, плюс, то есть это все равно, что зайти в храм, в мечеть, в церковь. Естественно, там нет места спиртным, чревоугодия, если это сакральный культ. Все равно, что воспроизвести акт сотворения мира в виде такой театральной, сценической форме. Но мы потеряли это знание, поскольку не знаем, я знаю, поэтому вам говорю. И поскольку потеряли это понимание, у нас уйдет как уподобление, как христиане молятся. Дай, у нас нет такого. Просить, молить. Это просто связь, знание о себе самом, о нашем первоэлементах и связь с этим. Да, просто знание. Что значит связь? Тоже надо правильно понимать. А в плане, то есть, во-вторых, этот культ, это прийти в точку ноль об истине, но это тоже многие не знают, какой культ. Даже когда мы говорим о хуцав, это уже тебе дает вот это понимание, просветление, прийти в точку О, то есть бесконечность. И понимание то, что хуцав это есть форма материи, то есть мангдуни, по сути. Просто даже говорите, о, хуцав, все, тут вы там практики какие-то делаете, типа, а тут вы просто говорите, о, хуцав, если вы понимаете символизм, основы, все. Все, да, симп не надо, симп то же самое несет, все в нашей культуре. Когда мы танцуем, вон крест делаем, тоже этот символ знания. Вот такой сам человек, это от ума идет. Можете просто стоять, но знать, понимать, вы будете просто понимать. Все просветлились. Все на самом деле очень просто. Просто увидите, шаблоны вот эти усложнили все там. Вот это есть
Это второй момент. Да, а третий момент, люди, принимающие в этом культе участие, они, предки где-то там за границей, еще где-то там с кем-то договор заключали, слово давали, клятвы давали, клятва, которую они должны были, вот, если они своему слову мужчины, все, то есть перед Всевышним, перед святым, всем, что есть в этом мире, это святое, 3 пирога в нем, все святое, это как святилище. И мы то бишь зашли и заключили договор, дали слово перед, ну, потому что ты это, ну, есть, был такое понятие фатчина, фатчи, то есть то, что ты не сможешь оплатить никак, ну, если ты дал слово, ты это должен клятву сделать. Либо цена ошибки там очень можно и не вымолишь, короче, ничего, не окупишь. Поэтому прежде надо, чем что-то делать, думать. А у нас везде хаос. От слова падать, хавис. То есть, видите как все, немного я затормозил. Без остановки говорит тоже. Вот, кстати, на мне сейчас моя модель сегодня в своем стиле. Стиль аса. Кроме вот полосатой. Ну, это тоже нормально. Чё. 3 пламени, как на логотипе аса. И вот 3 пламени, отходящие из центра солярного символа. 3 пламени. Придающие, вот смотрите, традиционный стиль. Вот отсюда идет вот такая линия, образующая вот такой традиционный стиль. Вот те, кто говорят, типа, в крайности начинают, типа, что мы начнем газыри носить туда? Какие газыри? Можно же по-современному стиль сделать и по-традиционному. Все потому, что вы не цените свою культуру. Про какие-то тренды говорить современные, как вот недавно девочки сидели в эфире, тренд там, леопардовые тренды. Я смотрю, Джон, елки-палки, эти тренды давно предки в Европу принесли. Посмотрите на реконструкции скифской одежды, сарматской. Каждый цвет был со своей идеологией, соответствовал какому-то сословию, да, в обществе. У него есть смысл был, философия, мировоззрение, идеология. Плюс еще золотые разные вставки. Это покруче, чем все ваши Гуччи там, всякие там. И когда ты не ценишь свою культуру, у вас, когда вы предки говорите, вам настолько дискредитировали. Тот, кто дискредитировал, они-то у них это все есть, просто у них это не отдал. Ну, у вас кто отнял это, просто он это по-другому называется. Масоны там, еще там, у них это все на своих местах, оно актуально же. А вы типа современные, у вас это не актуально. А все просто потому, что вы потерянный. Надо же кому править, он должен же умный быть. А другие, что бараны были, и они так рассуждали, что о, современный мир развивается, типа не лезь в политику, не лезь туда, живи себе, делай бей там, и все будет нормально, молись, главное, верь. Вот, короче, такие рассуждения. А между тем, вот эти все идеи, смыслы, они всегда актуальны были, просто перехват управления произошел. И какие тренды? Те, кто потеряны настолько, что эти тренды, они давно были, у наших предков их несли, эти тренды.
Просто вы не берете вот этот богатейший материал наследия, из этого не создаете сами, потому что у вас нет творческого потенциала, у вас отняли силу, отняли и дали вам пряники, кнут и пряник. И вот вам дают, и вы этим пользуетесь, силу отобрали вашего ума, творчества, сами ничего не придумываете, точно так же политики ничего не вкладывают, ни копейки в экранизацию нартовского эпоса, самой актуальной на сегодняшний день. Я давно об этом говорил, а потом Чермен, наш брат по духу, Кочиев поднял, начал организационный, затормозилось. Делают за миллиард свадьбы и ни копейки. В общем, противно. Денег нету, на всякие вот эти деньги всегда бывают на вещи. А на традиционный стиль, конечно, нету, потому что это не модно. Так что стоит? Взяли футболку, допустим, пошли в печатную, вот где образец, допустим, у них есть, у меня есть, сказали вам напечатать. Вот все, стиль готов. Есть у меня с газырями тоже кавказский вариант, чисто. Или вот такой. А шапка тоже с 3 пламенями, мой тоже стиль. Стиль аса. Так вот, давайте перейдем к практике. Все это издевательство, когда мы сами ничего не делаем, сами ничего не несем, тогда, я же как в роли сегодня проповедника или пророка или наставника. В общем, пора среди этого всего определиться уже. Если мы хотим быть не просто осетинами, а ассами, и придаем это значение, хотим быть самоидентичными этому смыслу, понятию, ценности, святому. Но вот это понятие аса – это святое. Все равно, что сказать на себя Иисус. Вот как для религиозных людей Иисус – это святое, вот ас – это то же самое, святое. Все самое, что есть, вот истинное, оно вот в это понятие аса входит. А это прежде всего и плюс национальное самосознание, свой стиль, менталитет, этикет, культура, поведение, скромность. В хорошем смысле слова, не тряпка, а знать себе цену. Но сдержанность, то есть вот это, если в кавказцев есть культура вот какая-то, достоинство, вот это есть воздам понятие, сдержанность. Это не прописано исламом, проповедями, вот это понятие чисто вот асское, вот у вас достоинство, сдержанность, умеренность. Это доказывает, что у нас своя культура, а не культуры с исламом к нам что-то. Это потом пришло, но вот это есть все это понятие ас. Вот в танце нашем полностью отображается понятие ас, где мы отображаем, во-первых, в танце, в движении всю символику, крест, солярный символ, то есть знание, потом возданкав, то есть когда вот отличительное от наших соседей танцев, где вот лезгинка быстро, у нас сначала идет медленно все, сдержанность, то есть медленно вот когда, да, осанку сделали, все идет это движение. Кстати, когда вы танцуете, я заметил многих, там показываете все, вау, молодцы там, а я смотрю, вы как такие шаги делаете, у вас не осанки, ничего. Вы должны понимать, это то же самое, вы должны понимать, что танцуете, сакральность в чем этого танца.
Многие танцуют, не понимают. Судя по тому, как они потом на корточках сидят и сигареты курят, это значит, что он тоже идолопоклонник, чисто символ мертвой формы. А это говорит о том, что мы забыли смыслы, понимание того, что мы автоматически дискредитируем. А тут о чем речь идет? О том, что выше говорил, кто такой ас, богоподобный. То есть это нравственность, это все. Вот типа как Иисус. Это высшая ступень духовной нравственности, то есть совершенства. И в этом танце с этим пониманием вы должны в него вложить вот этот смысл полностью и отобразить. Это что-то неземное, космическое, не человеческое, не животное, а высшая степень высокой моральной, духовной нравственности. Вот это и есть религия, вот религиозный. Он вот на Кавказе, есть у кого еще медленные танцы, но я за свои скажу, но вот именно медленный вот это. Во-первых, лопатки должны быть сведены, грудь колесом должна быть, да, должно быть понимание, что вы танцуете. И вот это то, что святое, вот это понятие ас, вы должны представить, что оно вот, и вы ее должны нести вот гордо, вот, все вот этой высочайшей культуры должны отразить в своем движении, чтобы там ничего лишнего не было. То есть это не вот маймули, кафти там, вот такие резкие, или пляс чертей вокруг. Не, это не то. И у нас и быстрые моменты есть, конечно, но сначала идут воздан. Где надо, то бишь это и показывает нашу культуру. То есть мы воздан, где надо, мы скромные. То есть это показатель нашей культуры, ахдау, религии, кто такие асы. Все в одном. Вот это тот же самый символ, вот это символизирует. Вот танец, наши хоровые, произношение охуцау, все вот одно и то же, что через символы, что сам человек несет, что в культах, что в танцах, мы это все воспроизводим. Акт сотворения мира то же самое в танце. Круг когда делают, в центр кто выходит? Солист, солистка. Раз, 1, 2, 3, с одного духа. Од это один дух, 1, 2, дева, ева, эволюция. То есть вторая половина природа мужчины. То есть пошла эволюция. И вот танец вот такой характер, опять-таки, знания несет. Но многие же не знают. Во-первых, символ мироздания, круг, абсолют. То же самое, что и 3 пирога. Не буду сейчас вдаваться в это. Но вы должны представлять, что вы танцуете. Вы в Библии историю сотворения мира как вы читаете там, да? А здесь вы воспроизводите сами. Вот как ученые две частицы в коллайдерах сталкивают, а вы сами есть эти частицы. Вы естественным образом, создавая семью, зачатие, вот ребенок – это новая вселенная. Вы в миниатюре воспроизводите, вы есть боготворец, то есть создаете новый мир в виде ребенка, новую вселенную. И это отражается во всем, в том числе в танце. Вот круг, солист, солистка, вы должны понимать. И тут шаги должны быть. И вот я замечаю, что за шаги такие. Нас учили, когда я на танцы ходил, четкие, еле вот, они должны быть четкие, вообще еле мелкие, как сказать, шажки, четкие, и должен быть виден стержень, достоинство, стержень. И представить, что это ваша святыня, ваше достоинство, ваше все, и вы его несете. И несете свое я, вот это, как богоподобный, гордо. А не там какие-то. А у вас это все ассоциируется, поскольку вы забыли
с этим там знакомства, ну, поверхностные. Но у культуры все есть история. Оно формировалось на основе духовно-религиозных понятий, истин, как и наш флаг. Все в целом. И это в том числе, как и спорт, по сути, да, Нортон Сим, то же самое, оно и дает единство, и, в общем, трансцендентальное состояние. Но поскольку в бытовой форме сегодня никто же, ну, все это как-то и чисто символически, самое актуальное сегодня, вот как раз приближаемся к физической культуре. Была идея ввести у меня через кодекс Остинской чести, который я подготовил как за национальную идею. Он у меня есть в шапке там про этого канала, там в описании, везде. Ссылка Астигор. И там вот этот кодекс я когда-то подготовил, в подтексте это Асса, Дин. Его одобрил совет старейшин, когда-то глава Кучиева, просто не поддержали его. Словами поддержали, а на деле нет, чтобы прописать его в уставе, чтобы порядок привести общество, чтобы привести в сознание людей национальное самосознание, вернуть и т.д. В общем, и с тех пор я сам все это вещаю. И вот основа, база, вот именно, как у мусульман намаз, у других другие культы, а у нас должно вот именно тренировки несколько раз в день и культура питания. Сегодня это очень больная тема. Не то, что больная, для меня больная, вот в массе своей я вижу равнодушие и тренеров, и учителей, и родителей. Их не заботит правильное питание, все покупают. А это уже говорит о многом. Безответственности. Потому что в это задействовано должно все общество. Общество раньше воспитывало молодежь, а сейчас нет. Никому ни до кого дела нет, и равнодушие, кто-то что-то, дети видят там на стадион, приходят с чипсами и молчат, сами семечки грызут. То есть, в общем и целом, это показатель, что незрелости, нет примеров, ну, массе своей. Галахода концежен захесирона девзак урусакта это саманадзоре маходунца. Мадзогунца болходе это ехода гедзагун вевзак на зоне это ватуруса на зоне это вахе на зоне это сумахцей мадам мах асантан. Зогун чаварас асанта зогун шевзак повадзорунца. И это надарса культура, надарна нече, сами, сахода взрослых, наверное, надо, не наверное, надо учить, поскольку если дети не знают, это же от родителей все идет. Если, значит, надо родителей перевоспитывать, а вот как я, вот не знаю, поэтому лично у меня надежды ни на кого нету, давно уже, ни на совет старейшин, потому что все игнорят, что-то говорят, обещают, и я один. Единственный вариант только начать с самого себя. И должны объединиться, сколько я говорю, активисты, писать мне, поддержу, помогу, вместе стримы туда-сюда. Только так можно, если народ сам начнет думать вместе на основе, которой я говорил, базу я уже знаю, могу сказать, а дальше уже сами будете думать, и что и от вас зависит, то есть будущее. Сейчас
Вот многие, когда, наверное, критикуют, думают, что типа у нас все плохо. У нас самое, народ самый, ну, самое лучшее положение. Самое лучшее положение – это самое худшее. Потому что у тех, кого все как по роботизации идет, это не есть правильный путь. Когда ты как робот что-то делаешь, Хай Гитлер кричишь и не понимаешь. Просто Хай Гитлер, у нас полный порядок, идем вперед. Самое главное, там, где люди думающие, мыслящие, неравнодушие, в ком еще искра не погасла, есть еще связь чувства национального и достоинства, и самосознания, и память, связь. И на основе этого искать правду в своих корнях, и на основе этого формировать будущее, образ будущего. Я это прошел, я это знаю, мне уже не надо, я могу уже фундамент сказать, вот так надо, вот так вам надо делать. Я вас освободил от этого. Дальше вам уже просто надо делать, ну, понимать, конечно, но я вроде ясно доношу. И формировать будущее, то есть это люди со своей головой, что важно, они зомбированные какие-то хай-гитлеры, которые не знаю, иду, не знаю куда, верю во что, не знаю что, где, когда, и другая шизофрения, массовый охват. То есть каждому свое уровень, да, народ, у каждого народа тоже, наверное, свой уровень должен быть. В этом и смысл жизни, там, где человек определенный свой опыт должен пройти жизненную школу. Но сегодня, к сожалению, все под одну гребенку, как бы оборанивание идет. Но если есть такие люди мыслящие, их много, значит не все потеряно. Но сила у них не будет, если они не будут, у них не будет искры, не будет дерзновения, не будет вместе они, открытости не будет. Открытого общения, дискуссий вместе. А если у них будет вся проблема в личных каких-то там гордыня, предрассудки всякие, личные проблемы какие-то. Или кому-то денег вечно не достает, для него суть ценности. Такие, конечно, но если мыслящие есть, не предвзятые, не крайние, не в крайность переходящие люди, а по него то, о чем я говорю, они должны вместе. Вот тогда у них сила будет. Единый организм, голова, и все должны под это подстроиться. Но я не в хорошем смысле, я не говорю избранные там. Но для этого надо как раз-таки физическая культура, тренировки, это как медитация, транс, то есть это актуально здесь и сейчас. Надо понять, что мы сами есть пример, должны быть примерами, живыми, сами есть живой храм. Не где-то, куда мы там на показуху что-то красиво говорим, это не имеет смысла, а потом идут там, что хотят, только хотят, так и мыслят. Это неправильно. Это самообман. Самое главное то, что ты постоянно как думаешь, мыслишь, как ведешь свой образ жизни. Это есть суть Ахдау. И поэтому оно не идолопоклонническое. Но если этого понимания есть, это идолопоклонничество. Когда люди приходят, типа они Ахдау делают, красиво что-то типа
умничают, а в руках сигареты, там еще что-то, спиртные напитки, а в быту у них совсем другие ценности. Они точно так же чревоугодие, обманывают кого-то, хитрят туда-сюда, то это идолопоклонники. И сколько бы они там не умничали, там, как надо делать, что это, ну, в общем. А вот то, что я вам несу, кому-то многим новодел, кажется, новодел, потому что они забыли понимание смысла через свое сердце. Здесь как раз таки вот самая суть аса. То есть ты осознанен раз, есть знание, понимание, кто ты, что ты, природу, происхождение, все понимаешь, ответственность понимаешь. И ты как живой, как вот Иисус равняется, да, то, что он нес как пример в том мире, да, куда он нес. А ты вот в своем мире, ты ас, ты пример. Сегодня актуально питание, физическая культура. Это тоже пример. То есть посвящение как бы. Это не вот как миф есть о том, что для себя занимаешься. Никто ничего для себя не делает. Кто так думает, это опять эгоизм, это опять не туда. А здесь как раз таки для порядка, чтобы в обществе было, ты самодисциплинируешь себя, дахе дамис, несешь другим плюс пример. Это один момент. Ну, надо учитывать там про питание, а сейчас чуть потом скажу подробнее. Ну, это первый момент. То есть физические тренировки, упражнения несколько раз в день. Можно по 1,5, там, можно программки небольшие, там, с резинками, с эспандерами, с гирями, там, на турниках, брусьях. Ну, у меня, чем работа над самим собой, как дисциплина, как вот медитация, транс. Режим, конечно. И вот так должно быть массово начать. Если мы хотим не издеваться над этим святым понятием, как ас, осетин, вау, там, о прошлом говорить. А если мы истинные асы, продолжатели, вот ценим это, то должны соответствовать этому. Ибо кто, что, когда, тогда мы все растворились, ассимилировались, и, остались только имена, которые никаких смыслов не имеют. Но если кто хочет, вот начните уже себя, начните это раз и начните вот такой образ жизни. Постепенно, ко всему надо резко не начинать. Кто резко начинает, вот они сгорают очень быстро, потому что это опять вот на внушении. Вот как люди верят, что им какой-то экстрасенс поможет. Это их вера. Они уже заранее начинают накручивать, прежде, потому что наслышаны. В общем, здесь то же самое. Если вы накручиваете, вот завтрашнего дня я начну бегать, и вы уже представляете, что это тяжело, это так не должно быть. Все, что вы делаете, должны прийти к этому с пониманием, для чего вам это надо, полюбить это, и чтобы это стало, вот как вы умываетесь с утра, кушаете, точно так же естественно. Это называется не работа, тренировка, а правильный образ жизни, отдых, правильный отдых. Это на первом этапе кажется сложно, так и есть. Но запомните правильно, ничего резко не начинайте, ничего резко не заканчивайте. По чуть-чуть, постепенно. Бег трусцой полезный. Не надо резко ничего. Встали, придите в себя там. Запейте сначала священное правило, воду запейте водой, чтобы восполнить запас воды. Что-нибудь
чем-нибудь полезным закусите, чайная ложка там, масло черного тмина, живицы там, других алтайских каких-нибудь, может травы какие-нибудь для профилактики там, очень много всего, мед, немного для энергетики, да, мед, голод бывает с утра. И все, и пошли на стадион там, бег трусцой, по чуть-чуть. Пришли, сделали ОФП, общие физические упражнения. Пресс там, шея, отжимания, в общем, базовые такие. 1,5 часа. И потом пришли, позавтракали. Охотом. Потом точно так же старайтесь молодежи, видите, там чипсы, кока-колу, сделайте им замечания, чтобы они состав изучали. В школах везде у нас беда, точно так же на тренировки ходят с этими, и после тренировок неправильно питаются все эти полуфабрикаты. Замените вредные полуфабрикаты на полезную альтернативу, в том числе сладкое. Помимо сухофруктов, фруктов замените на... Вместо сахара просто натуральными заменителями. Приправляйте, допустим, шоколад. Сами натуральный шоколад очень полезный. Ореховые пасты всевозможные. На Валберес Озон очень много. Кокосовые. Арахис, кунжутные, чего там только нету. Сами делайте, готовьте, замените. Все вредное на хлеб, ни в крайности не переходите. Хлеб не нужно оставлять, просто кушайте правильный хлеб из цельнозерновой муки, ржаной, на закваске натуральной. Просто за меру знайте. Потом воду, кстати, за 15 желательно минут выпивайте, а после еды где-то после 2 часов. Пусть пища нормально переварится. Ну так, правильно совмещайте пищу. Не вот как у нас, первое, второе, третье, десерт там. Фрукты от основных приемов пищи надо употреблять для лучшего усвоения. Молочный точно так же. Если не хотите поправляться, тогда вечером углеводы не кушайте, растительную пищу, крупы и т.д. и т.п., а чисто белок. Творог, молочные, и причем жирные. 0 калорий – это аферисты, потому что это неполноценный продукт, плюс голод, плюс жир, поэтому нужны для усвоения витаминов, наоборот. Должно быть насыщение, и тогда только иммунитет будет. Вместо масла подсолнечного, рафинированного, нерафинированный, все нерафинированное полезнее, конечно, там, где клетчатка есть. Суточную норму тех или иных веществ, соль, в том числе каменная, лучше. Чай можно, кофе тоже 2 раза в день. Больше зачем? Как бы. Норму знаете просто. А что такое?
А перед сном обязательно делайте растяжки. Растяните свой позвоночник, потому что он оседает к вечеру, и надо растянуть и лечь спать. А утром в обед бессмысленно это занятие, потому что все равно потом. Особенно кто физически там работает, обязательно перед работой разминку, а после работы стройки там, где вы там что делаете, обязательно растягивайте позвоночник перед сном, потому что вы потом хрящи стираются, и т.п. и все ваши заработанные деньги уйдут на лечение. Врачам только и нужно, что вы тратили деньги на эти лекарства. Одно лечим, другое калечим. Не лучше ли заранее профилактически о себе думать? Питание, про питание, все. Я уже давно на раздельном питании. Это не значит, что что-то с чем-то не сочетается. Ну, все ферменты есть. Просто не у всех все нормально в организме, могут какие-то нарушения. Просто такое сочетание лучше усваивается организмом. Ну, я на себе это как. Мне это помогает. Я не могу сказать, что это всем подойдет. Ну, лично мне, я когда-то почти 100 килограмм весил. Очень много. И мне это помогло. То есть здесь принцип правильное сочетание наиболее правильное для лучшего усваивания. А так все можно. Просто правильно. Вот, допустим, хлеб нежелательно. Вот мясо вы с хлебом. Хлеб можно, но не, опять-таки, не из белой муки, пустые углеводы, как Брюс Ли говорил, а цельно. Но желательно вообще без хлеба. Например, с мясом лучше будет сочетаться, конечно, овощи. Точно так же и с хлебом овощи будут лучше сочетаться. С хлебом масло, но не рафинированное, или гхи, но натуральное. И вот тогда лучше усваивается и белок, и все. Крупы сами делайте, замочили на ночь там гречку, рис или что, и все. С утра просто в духовке разогрели, приправили там, ну, специями, маслом, чем бы там. Или фарш, тоже распластали его. Не надо панировки всякие, вот эти лишние движения, телодвижения. Просто, ну, еще и масло, да. В своем жире он очень хорошо готовится в духовке. Разетали, поставили, и все, он сам жарится. И родителям тоже легче будет. Да, весь стоят у плиты постоянно, что-то вертят, крутят, что-то, и в итоге... Зачем варить, допустим, кашу, если можно замочить, все, он с утра уже готов, его ничего не надо крутить, крутить, вертеть, верить. Короче, то есть будущее зависит, и вся ответственность на тех, кто это ответственность. Но пора вам уже определиться, и вот для этого вот я вам вот эти наставления просто говорю, а дальше уже думайте сами.
Потому что всех, кого я знаю, они, большинство, вот эти адепты какие-то, их уносят в какие-то сакральные темы, молитвы туда. Это не в тему, это не, ну, это само собой должно идти, познаваться, ну. Я не говорю, что это не надо в дзуары ходить, но дзуары вы должны понять, что вы сами, прежде всего, есть эти дзуары, и то, как вы вот ведете, и то, что вы с собой не от ума идет, все, не они вас делают сильнее, а вы от ума все. Вы так думаете, потому что дзуары вам помогают тогда, когда вы же это уже умом своим знаете, что вам. Вот как бывает там, наслышаны там про какого-то знахаря, вот кому-то это помогло, и начинает говорить там, вот, ну, советовать. И кто-то идет, никогда не слышали, а потом получается, что не помогло. У меня родственников таких много. Кто-то им сказал, сильно помогает там, вообще. А потом идут, и им не помогает, и они разочаровываются. А почему так? Все от внушения, самовнушения. Кто больше самовнушает, тому и помогает. Кому-то не помогло, это значит он. Здесь то же самое. Дзуары. Это не значит, что это неправильно, поймите правильно. Это работает. Но главное, вы должны понимать, что это вся сила в вас от ума идет. Это сила. Если вы знаете, что оно вам поможет сильно, вот, и вы идете туда, вы же туда путь находите, вы настраиваетесь, вы по описанию же что-то. И это волшебство, вот оно так и происходит. Просто нужно понимать, что это прежде всего от вас идет. И самое главное, где вы есть там, это всегда ощущать эту силу, а не где-то там. Ну, это тоже помогает, но правильнее, чтобы вы это постоянно. Какую связь вы можете с природными вот культами, там, с природными найти через слова? Вы уверены, что кто вас слышит? И вообще, понимают ли вас эти природные стихии? Что вы там, может, у них совсем другие понятия. Может, они отзываются лично ваши, вот как люди образ жизни ведут. Если они видят, мусорят там, атмосферу загрязняют, курят, они вот разные катаклизмы насылают, уже конфликт происходит, потому что люди хаотичный образ жизни, не связанный. Вот это правильнее. Самое наиболее, если можно как-то связь понять с природой, что оно живое, именно через здоровый образ жизни. А иначе вот через слова как-то найти контакт с кем-то, кто это, что это. Может, это ваша мыслеформа, но это ваша, не чья-то. Да, как это связано, с чем, кем. Никто не может конкретно на этот вопрос. Вот люди появляются, одни видят вас с киргитом, с черной бородой, другой с белой. Одни им одно говорят, другой другой. И кому из них слушать, за кем, что. И каждый призывает следовать за ними. И это тоже опасная тема, типа Кашпировского, ну а куда, что, где, когда. Ухождение от реальности, от потенциала, от того, что сейчас происходит, и надо сейчас самое, что актуальное, адекватное, да, не уходящее куда-то в крайность, что-то сейчас создавать. Да, это все знание, ну опасность чересчур. Вот есть осознанные сновидения, людей вносит куда-то. Однако ты видишь, большинство из них, они вредные привычки у них там. Многие из них и наркотические могут, ну, просто их это заинтересовывает, их уносит куда-то. А реальность же она есть другая, политика, все, и нам надо сейчас думать о том, что сейчас актуально. А мы что? Невзаки Сафуй, Хоргарас на конца, за историю на зонунца.
И это вот основные, то есть сокультура на зонунца, на форсунца, на фалварунца, то есть это самые актуальные вопросы, которые надо что-то делать. Назанхетовая кананы нетан, манинца генетал хаунца, маот назанхете бака цердзет каманца чиче, нет кехаунца. Майоханта был сагаском фетещиком, Ахдави туханзоран, на Валдараште тухан. Вот эти самые приоритетные, основные, вот там, где физические сила нужна. Это что же труд, сила? А многие от этого ходят и уносят их сакральные какие-то. Это неправильно. Надо правильно расстановки сил делать, куда надо акцентированно. Прошли те времена, когда борьба-то это золотые борцовки там. Мы же не борьбой будем там что-то доказывать. Сейчас ум надо восстановить, голову и думать, куда нам идти, что происходит. Другим же можно. И мы участвуем в их творческих планах, да, хотим мы или это, у нас и выбора нету. Мы же не думали. Но пришло время, когда спорт спортом, но надо спорт в приоритеты внести, это просто для поддержки духа, души, но есть главное. Ну, есть профессиональные, да, но вот эти поп ММА всякие, это не нужно, это неправильно. Это дискредитация достоинства людей. Это шоу, куда деньги специально, чтобы люди, кнут и пряник, короче. Сейчас главный приоритет это культура, язык, все сохранение самого себя и ум, голова нужно, мысли свои, мыслящую голову восстановить. Вот куда надо. Политики должны начать думать, но без культуры они ничего не смогут, идеологии. Потому что у них чисто быт. Те, кто должны нести народу культуру, основу, идеологию, то есть нартяду, они сегодня, к сожалению, простые вот чиновники, которые вот кроме денег ничего о будущем не думают, с евреев пример не берут. Даже неужели они не видят, кто за этим всем стоит и на чем основывается, как они под себя все подстраивают. Точно так же они должны понимать, тоже выстраивать. Самое актуальное сегодня экранизация эпоса, политики, куда должны обратить внимание, потому что это потенциал огромный для народа, для будущего, для молодежи, для всего. Создание наших возрождения образов, и через эти образы возрождения и народа. По-настоящему качественный продукт нужно создать покруче, чем аватар, то, что еще никогда не было, нету, еще не воспроизведено, только мы можем. А это и деньги, прокаты, комиксы, игрушки и все остальное, это мощнейший. И вот удивительно, что ни копейки никто ничего не, конкурс, не надо художников, мультипликаторов, всех объединить, образы создать на основе культуры, антропологии, всей нашей культуры и показать миру цивилизацию прошлых, того, что приближенная к этому вот образу аватар. Это и суть ария, вот похоже на нашу культуру, как они там все на подбор, здоровые, гармонизируют с природой, гармонируют. Что-то вот к нашей культуре это близко, только на свой лад. Гупур стандарта, в общем. До сих пор даже творчески застыли мы на картинах Туганова. Великий нартовед, который ни одного гупурсара не изобрел. Я не видел. То есть потенциал вообще настолько богатейшее наследие из этого
какой Марвел, какие там Человеки-пауки. У них у всех черепашек-ниндзя, они выдуманные сказки. А здесь конкретно образы, которые несут исторические моменты, персонажи, историю, культуру, идеологию, все в одно, мудрость. И бери и создавай. Но сделали так, что дискредитировали мы свою культуру до того, что это все не актуально, тренды. Короче, популяризировать национальную, манарную школа Марцутан. Из года в год я постоянно говорю ввести молодежи, там, детям на национальный стиль, ничего сложного нету. Они деньги тратят на... И смотрю килты, вот эти клетчатые. Недавно пришел, девочки все в клетчатых вот этих. Клетка, что такое? Европа, что ли? Мальчики все в этих костюмах европейских и ошейниках, бабочках этих, галстуки. Кто эту моду вводит? Я не понимаю. Неужели до такой степени надо быть потерянным, чтобы свою ничего не поднимать национальные вопросы, и вообще катастрофа. Себя не ценить. Так что вы детей, вы чему учите? Если они себя не знают, чему вы их учите? То есть у них голова, если ты сам не сам, то кто ты вообще такой? В этом мире. Ладно, математик, историк, бизнесмен, но ты же прежде всего осетин. А осетин – это история, культура, язык. Так значит, по логике, если там умные учителя, родители должны на этом акцент делать. И до этого они что делают? Зачем нам типа осетинский язык, перспектива наша в Кембридже, и давайте английский учить. Нет, до такой степени тупым быть это вообще Кембридж. А потом сидят и жалуются, что глобальный заговор там, да, а кто это делает? Саксонский мир там. А вы идете у них это, их ассам я посоветовал. Вот моя модель, стиль. Есть образцы, пишите, я вам вот эти линии скину, и вы пойдете напечатаете. На любой футболке. Но точно так же на шапке есть 3 лепестка. Пойдете, сделайте, и вам вот такая шапка. У меня-то бесконечный на творчество, на идеи. У меня единственное, мне что не хватает, это поддержка со стороны всех вот правительства, министерства. Деньги, миллиарды нужны на все. На эти идеи все. То есть вот, не знаю, насколько... То есть все в одном, асса. Вам не надо читать проповеди, зубрить как роботы, не понимать, что вы сами делаете. Что. Все это в сердце человека, все это по-человечески делать. Делай, как говорят, делай нормально, нормально будет. Вот простая заповедь народом писана. Или не будь свиньей, или не будь, как отец говорил, фон смаондара.
Парадоксы бывают. Многие пьют, курят, но очень добродушные люди бывают и людям помогают. А есть не пьют, не курят, но хуже, чем, не знаю, какие-то вредные люди, какие-то непонятные. Ну, хотя это тоже две крайности опять. Но человек должен искать правильные пути, самоопределиться в этом мире. Вот как вот постоянно этот мультик привожу, Король Лев, когда Симба потерялся потерял различие между кабаном и вот этим, как его, я постоянно говорю, что это суслик. И когда к нему отец явился и говорит, ты должен вспомнить, да, кто ты такой, ты же мой сын, ты же король, ты же лев. Типа, найди место своего предназначения в этом мире. То есть он же не просто так лев, да? Каждый на своем месте, так и народы, если они не оборонились все там, все под Хай Гитлер. Точно так же вот этот мультик такое понимание дает. Так, у меня есть зарядка скоро. В общем, последний вопрос. Нарты были истреблены, осетины мусульмане. Нарты были истреблены, потому что Уастерджи им заказал стрелы у Кардалаго. И Хуцави их истребил. Во-первых, нарты это вот я. И никто не истреблял. Смотрите на эти мифологию не буквально. Вот как вы, вот у тебя там на нике осетины мусульмане, вы же многие понятия пытаетесь понять и дискутируете над его смыслами. Вот здесь то же самое. Но однако вы умудряетесь постоянно, буквально это типа нарты возгордились. Вот кто-то пишет часто, вот я это со школы еще помню, встречал свидетелей Иеговы и как говорили, ну, когда я нартов говорил, они им говорили, ну, нарты возгордились, за что Бог уничтожил. И даже в буквальном смысле слова там такого нигде нету. То есть гибель нартов почитайте, Бог их не уничтожал. Где там гордыня или что? Там наоборот было, Бог их любил. Ну, они молитвы постоянно, вот и один из них сказал, что мы там, кому молимся постоянно, он к нам. Ну, я поверхностно так говорю, недословно. Он к нам ни разу не вышел. И они его как бы... И он к ним не выходил. То есть он сам возгордился, во-первых, а не они. Они просто хотели... Да, вы же интерпретируете по-своему с точки зрения ваших шаблонов, пытаетесь все. А тут идет оповествование о том, что они сами... Вот кому молимся, ни разу к нам не вышел, во-первых.
Во-первых, надо ответить, а что такое Бог? Если с точки зрения нашей культуры, и это есть все, то как они против себя могли идти? Против кого? Единственное, против кого они могли пойти, это против того, кто возомнил себя Богом. Это жизненные ситуации и какие-то мировые правители. Вот как сегодня Израиль, допустим, да, они возомнили свои понятия, что-то и распространяют, да, и вы разозлились, и что? А тут вот я вот это так понимаю, контекст такой, с точки зрения и культуры, и всего, и политики, это и именно так. Но там так потом идет, что Бог послал весточку, и, в общем, он их поставил через выбор, ну, передал через Вашкирги, насколько мне известно. Или дам вечная жизнь, или вечная слава. Они выбрали вечную славу. И на что им начал. А так там написано, что Бог их любил. И начал им на урожай насылать беды, на что они постоянно справлялись. А потом один из них сказал, что мы делаем, мы же выбрали вечную славу. И они, каждый сам себе могилу раскопал и сами себя закопали. То есть они сами себя закопали. Если буквально вот читать, там их Бог не уничтожал. И вот кто это несет, вот они не просто так же это откуда-то несут. Значит, то, что они исповедуют, им вот такой вот специально кто-то это говорит, чтобы они вот так и говорили, ничего не зная ни о своей культуре, плюс дискредитируя, плюс распространяя этот миф и ложь, который укоренился. А откуда он? Почему эти люди не задумываются? Потому что зомбированные. Еще им бесплатно брошюры раздают, которые они тоже агитируют там. Я еще школьником был, они мне тогда их доставали. Как только ты упоминал, они сразу их достают, начинают байки свои. Золотые вот эти брошюры. А потом то есть Бога, ну, там нет такого. Во-вторых, нарты – это само название, но это самое древнее. Вот были скифы, сарматы, еще более древнее наше название – это марты, нарты. А это именно носители культа ариев. Осетины не мусульмане прежде всего, а арии. Само слово асы, аланы – это арии. То есть буквально его, как переводит Абаев, это ария. Ария – это культ ариев, то есть своя культура, религия. Осетин, ас не может быть, алан – мусульманин. Если ты кассу прибавляешь плюс ислам, это равняется две религии, смешание двух понятий и дискредитация своей. Почему? Потому что, значит, тебя не устраивает, ты не видишь своей культуры истины, а истины видишь только в рамках вот той религии, которую ты принял. И с точки зрения этой религии ты мыслишь, думаешь. Из языка, с их понятий арабских, исламских, да, это им было послано. У нас совершенно другая религия, язык другой. Ас – это богоподобный. Как может быть богоподобный принять совсем другую? То есть спроси богослова своего, богоподобный может принять ислам? И он тебе скажет, какой богоподобный? А ты что, богоподобный? Нет, ты нет. И вот вы тогда поймете, что это противоречит исламу. Хотя сами же они начинают определение давать, где Бог. Сами. То есть здесь происходит противоречие. Ты не признаешь, что другие богоподобные, сам как это понимать?
От имени Бога, что ли? Как и сионисты от имени Бога кому-то дают определение, кто идолопоклонник, а кто нет. А кто они? Боги, что ли? Но это так и есть, это игра, вот то, что, о чем я говорил. Каждая религия под основой истины одни начинает устанавливать свое начало, свое время. И все под это время и начало выстраивать, то есть свою интерпретацию сотворения мира и знания и так далее и тому подобное. И все еще зависит от того, кто за ними стоит, как да, политика, и как этим инструментом влияния влияет на людей массы, как используют, как бизнес и так далее и тому подобное. И есть, кто смотрел, посмотрите, наберите Петр Кузьмич Козаев, где он там дает интервью и говорит о нартах. И там, если я не ошибаюсь, в провинции Белуджистане или Гуджарете, уже забыл. Сами индийцы, они друг к другу обращаются словом нарья, то есть нарта. А почему? Потому что наши предки распространили когда-то в Индии свою культуру, в том числе кастовую систему, это вот наши предки распространили. Ну, брахманы, кшатри и другие. И отсюда вот тоже доказательство, что нарты это не сказки, как многие думают, невежды, не знающие свою культуру. А нарты это вот мы, просто древнее самоназвание наше другое, несущее культы свои. Поэтому, ну, если вы говорите о них как о прошлом, то вы просто забыли, кто вы и что вы сами, кто вы сами. По причине того, что попринимали, забыли свою историю, не знаете, культуру и т.д. и т.п. Поэтому цените свое, потому что никто его не ценит, и не, потому что через культуру и язык я вам показал, что это подмена, завоевание шло с самых корней. И это же очевидно, кто нашу империю, цивилизацию разрушил, когда арии доминировали, наши предки, начиная от Кавказа до Ирана, да, и вот эти культура, она была распространена, общая была, все евразийское пространство. А кто нам ее разрушил? Арабы, завоеватели, папы римские, крестовые. Мы им принесли культуру, Европа туда-сюда. Они, ну, их, понимаете, правда какая? В том, что мы им несли знания, мы, то есть, были сармата, голова. Там, куда бы наши предки не приходили, они занимали самые верхние места и вершили судьбами народов, формируя, да, народы. А нас преподносят как кочевники, верные воины, типа идеальные рабы бескультурные, типа чисто воины, да, драчуны. Нет, это прежде всего империя, у которой своя культура, то есть за пределами республики, кем бы ты ни был, сапожник ты или кто ты, носитель своей культуры, по тебе судят, да, народ. Также и войны, все, они несли прежде всего свою и культуру, идеологию. А войны это уже все, вот как теократическое общество Израиля, они все под себя, под свое творчество делают. Здесь то же самое, своя пирамида была. Нам ее разрушили, подменили, перевернули, сделали ее культуру в самом низком, вообще убрали и сделали этот бизнес, все главное, материальное же. А сами свою создали.
печатные, денежные, все эти. И на долларовой купюре вот та пирамида с надписью «Новый мировой порядок». Тоже перехват. И все, вот вся правда. И типа, конечно, сегодня многие типа будут говорить, типа, религии для всех, но они же в контексте истории, политики не будут думать, да. Они там видят в них истины, которые везде есть, но не понимают того, что каждый правитель в корне, они сколько искореняли, уничтожали наших предков, чтобы завоевать нас. А теперь они, конечно, ничего не знают, типа религия это для всех. А вопрос логический. Почему имя нашего Всевышнего Хуцау в устах арабов не звучит? А? Почему они Аллах называют, почему другие Лохим на ивритском? А где Хуцау? У нас что, не для всех это наш Бог, что ли, единый? Тогда тоже наша культура для всех, наверное, была. Однако взяли нам ее, начали. Почему-то она, ну, не какие-то всякие шизофреники еще будут свои понятия и что-то. Правда-то у нас нам кто разрушил все это? А теперь те, кто не понимает этих глобальных событий, они от их же устами завоевателей нам говорят о каких-то истинах. В смысле, есть там, но поскольку мы не в раю, поскольку политика есть, все за будущее думают, каждая страна. И, естественно, мы тогда тоже должны принципиально придерживаться своего. И мы не имеем права рассуждать, типа, какая разница, какой ты религии. Главное, что главное? Арабизироваться, а осетин тогда где асы, где аланы? Типа одно название, а самоидентичность. Какой араб узнает, что есть осетинская культура и начнет вместо намаза стоя делать, да, и вместо Аллаха произносить слово хуцал? Никакой. Никогда такого не будет. А я удивляюсь, почему наши, ну хорошо, кто-то скажет одни истины там, но вы же дискредитируете наоборот. Уходите от своей культуры, ответственность снимаете, не наводите у себя порядок, спиртные напитки не убираете, ничего. И где Бог? Он же в вашей же культуре есть, да. Зачем вы от него уходите, принимаете другие имена, арабскими называете там, начинаете на «вы» переходить, у вас рака, у вас, то есть еще и начинаете дискредитировать, по сути, на самих себя. Называет осознанным выбором, а на самом деле, если бы вы осознанные были, вы бы понимали, что в рамках вашей культуры все это есть, а проблема лишь в том, что вы от проблем убегаете, и вместо изучения своей культуры вы же должны понимать, что мы многое потеряли, проиграли, и все это требует восстановления, труда, там, чтобы вернуть эти смыслы, понятия. А вы не уходите, еще и начинаете там. Тому, не знаю, у каждого есть свой выбор, я не могу осуждать, но я считаю, что это неправильно. И если мы как народ вообще есть, признаем, что мы народ, то народ это культура своя, то есть своя религия чисто, язык, все свое.
Почему другим можно? У каждого свое предназначение. Мы другое творчество, творение. Есть арабский мир, есть другие всякие. А мы вот Аланы, Астины, единственные среди этого. Вот. Так что так. Ладно, уже я долго, хватит. Благодарю всех за внимание. Что пишите лично ВКонтакте по развитию национальной культуры. Все есть, материал есть для выставок, для, в общем, кто материально поддержать хочет, тоже счет есть, все есть. В общем, ладно, Расфандактаута, всем правильных дорог, будьте здоровы. Хорзах софта.